Данный видеоролик не преследует цели задеть или оскорбить чьи-либо чувства. Ролик был создан исключительно в образовательных и познавательных целях. Берегите себя. 2 декабря я получил письмо на свою почту, где YouTube Copyright предупредил меня, что подана жалоба о нарушении авторских прав. Открываю письмо, а там специалисты YouTube сообщают мне: мы проверили жалобу и выяснили, что контент не нарушает авторское право. Ролик не будет удален, и там же YouTube оставил ссылку на видео, от которого так сильно желали избавиться некоторые. Давайте перейдем по ссылке и узнаем, что за ролик. Что не понравилось человеку, который подал жалобу. В последнее время, как мы видим, из ингушских пабликов в республике Ингушетия участились автокатастрофы, которые приводят к летальным исходам, к нашему огромному сожалению. В этом году Ингушетия – один из ведущих регионов в России по числу аварий и жертв в ДТП. Что же касается Чеченской Республики, то там на дорогах в течение нескольких лет ведется жесткий контроль властями. Ингуши начали упрекать чеченцев в том, что они не превышают скорость на дорогах свыше 60 и ведут себя якобы как русские. А сегодня эти же персоны, которые вчера упрекали чеченцев в том, что они не превышают скорость на своих транспортах свыше 60, поднимаются на трибуны в мечетях и сами же называют больными тех, кто гоняет на своей машине по улицам на безумных скоростях. Вот такие вот лицемерные мулы. Что касается Чеченской Республики, то по воле Всевышнего и заботливости о своем народе властей, она находится в числе самых безаварийных республик в целом по стране. Как вы могли заметить, ролик про лицемерие ингушских псевдопатриотов и религиозных деятелей, которые сначала говорят одно, а потом себе же начинают противоречить, мы бы не обратили внимания на подобные высказывания, если бы они не затрагивали наш народ. Пытаясь упрекнуть чеченцев в том, что они не превышают скорость на дороге, ведут себя как русские. В этом ролике показывается лицемерие чумаков Хамзата. И именно на этот фрагмент с участием Хамзата была подана жалоба о нарушении авторских прав. Но мы, как нормальные люди, не можем обвинить Чумакова без видимых причин, что это он пожаловался Ютубу, чтобы те в свою очередь удалили ролик. Давайте разбираться. В этом же письме содержится вся информация. Итак, листаем вниз, а там видим имя человека, который отправил запрос. Пожаловался Хамзат Хасанович Чумаков. И адрес проживания, откуда была подана жалоба. Адрес электронной почты, с которой была подана жалоба, дополнительный адрес электронной почты на имя некого Абадиева. После всего этого мы с уверенностью заявляем, что пожаловался сам Хамзат. Хамзат, если тебя так сильно задел наш ролик, почему ты не обратился к людям с разъяснениями или не признал свою ошибку, что ты был неправ? Ты вместо этого начал жаловаться Ютубу, чтобы они удалили ролик, где мы показали твое истинное лицо. Вот что ответил YouTube на жалобу Хамзата. Здравствуйте, Хамзат. Мы рассмотрели вашу жалобу и пришли к выводу, что все или некоторые видео, в отношении которых вы ее подавали, не нарушают авторские права. Дело в том, что во многих странах можно использовать материалы, защищенные авторским правом, не получая специальное разрешение от правообладателя. В каждом конкретном случае оценивается то, был ли изменен исходный замысел и содержание. Например, это справедливо для новостных репортажей и пародий, а также видео, в которых чужой контент анализируется или сопровождается комментариями. Казалось бы, после того, как YouTube рассмотрел твою жалобу и выяснил, что контент не нарушает авторское право, ты должен был понять, что ты не прав, и успокоиться. Но нет, Чумаков продолжил жаловаться и написал еще раз. И вот снова YouTube отвечает Хамзату, что ролик не будет удален, сколько бы он ни подавал жалобы. Правила есть, и для них нет исключения. Согласитесь, нетипичное поведение для священнослужителя. Хамзат во втором обращении заявляет, что его ролик был интерпретирован так, что мы оскорбили его, вводя в заблуждение его слушателей. Но чтобы убедиться, что это не так, мы специально показали вам этот ролик в ускоренном режиме. Дорогие друзья, а что вы думаете по этому поводу? Напишите свое мнение в комментарии.